Presiden Rusia Vladimir Putin mengambil bagian melalui konferensi video dalam upacara penghibaran bendera Angkatan Laut di kapal yang memasuki Angkatan Laut Rusia dan peluncuran kapal selam bertenaga nuklir Imperator Alexander III, Kamis 29 Desember. Selama acara tersebut, galangan kapal di seprovinsi Baltis dan Vladivostok masing-masing menyerahkan kepada Angkatan Laut Federasi Rusia 3 kapal. Masing-masing kapal selam nuklir penjelajah Generalissimo Suvorov, kapal rudal kecil Grad, dan kapal penyapur Anjou Anatoly Shlemov. Generalissimo Suvorov dan Emperor Alexander III adalah pembawa rudal ke-6 dan ke-7 dari keluarga Borea, yang mampu membawa rudal balistik antar benua Bulava. Peresmian 3 kapal perang terbaru Angkatan Laut Rusia ini di tengah konflik dengan Ukraina yang didukung negara-negara Barat seperti Amerika dan Inggris. Конструкторы, инженеры, рабочие этих предприятий вновь на деле доказали свой высокий профессионализм. Особо отмечу вклад в создание атомного подводного флота предприятий Объединенной судостроительной корпорации, конструкторского бюро «Рубин» и завода «Севмаш». Новейшие атомные ракетоносцы, которые там проектируются, строятся, по многим характеристикам не имеют аналогов в мире. Новые подводные и надводные корабли обладают современными системами навигации, связи и гидроакустики, оснащены высокоточным оружием и роботизированными комплексами. Так, на вооружении генералиссимуса Суворова стоят баллистические ракеты «Булава», которые ощутимо повышают возможности наших ядерных морских сил. И отмечу, что в рамках действующей госпрограммы вооружения будут построены еще 4 такие подводные лодки, что обеспечат безопасность России на десятилетия вперед. Малый ракетный корабль «Град» – это также проект нового поколения. Корабли этого класса показали высокую эффективность при решении боевых задач в Сирии, хорошо зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции. К новому поколению относятся и морские тральщики, такие как Анатолий Шемов. Этот проект считается одной из самых успешных российских разработок в надводном кораблестроении. И в перспективе планируется построить еще 10 кораблей этого класса. Подчеркну, мы будем повышать темпы и объемы строительства кораблей разных проектов, оснащать их самыми современными средствами вооружения, вести оперативную и боевую подготовку моряков с учетом опыта, полученного в том числе в ходе специальной военной операции. Словом, делать все необходимое, чтобы надежно обеспечить безопасность России, защиту наших национальных интересов в Мировом океане. Пожалуйста, начнем работать. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, корабли успешно завершили государственные испытания, к приему в состав военно-морского флота готовы. Разрешите приступить к церемонии подъема военно-морского флага. Пожалуйста. На связи главная база Тихоокеанского флота. Сегодня здесь проводится церемония торжественного подъема военно-морского флага на морском тральщике Анатолий Шлемов. Руководит церемонией командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Иосифович Авакянц. Товарищ министр обороны Российской Федерации, морской тральщик Анатолий Шлемов успешно завершил государственные испытания. К торжественному подъему военно-морского флага готов. На связи главная военно-морская база Балтийского флота, город Балтийск. Сегодня здесь будет принят в состав военно-морского флота малый ракетный корабль «Град». Церемония торжественного подъема военно-морского флага руководит начальник главного штаба военно-морского флота адмирал Александр Михайлович Насатов. Товарищ министр обороны Российской Федерации, малый ракетный корабль «Град» успешно завершил государственные испытания. К торжественному подъему военно-морского флага готов. На связи город Северодвинск. Сегодня в состав морских стратегических ядерных сил поступает 6-й ракетоносец семейства Бореев.
Первым подъемом военно-морского флага на корабле руководит главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Николай Анатольевич Евменов. Товарищ министр обороны Российской Федерации, атомный ракетный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» успешно завершил государственные испытания. К торжественному подъему военно-морского флага готов. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, корабли к первому подъему военно-морского флага готовы. Разрешите флаг поднять. Подъем военно-морского флага на кораблях, поступающих в состав военно-морского флота, разрешаю. Спуском на воду атомного подводного крейсера «Император Александр III» руководит заместитель главнокомандующего военно-морским флотом по вооружению вице-адмирал Игорь Тимирбулатович Мухамедшин. Товарищ министр обороны Российской Федерации, стабильный период строительства атомного подводного крейсера «Император Александр III» завершен. Корабль к спуску на воду готов. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, атомный подводный крейсер «Император Александр III» к спуску на воду готов. Разрешите начать движение. Разрешаю. Стапель на ход. Сегодня завершается стапельный период строительства 7-го корабля семейства Бореев. Начало ходовых испытаний подводного ракетоносца «Император Александр III» спланировано в июне следующего года, за время которых будут испытаны и проверены по прямому назначению все комплексы вооружения. По традиции командир корабля, капитан первого ранга Олег Александрович Гришаев, разбивает бутылку шампанского о борт ракетоносца. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, корабли в состав военно-морского флота приняты. Уважаемые товарищи, в завершение хочу еще раз сказать большое спасибо всем, кто разрабатывал и строил новые корабли. Пожелать удачи их экипажам. Уверен, что военные моряки будут с честью выполнять свой долг. Хранить верность Андреевскому флагу. Беззаветно служить Родине и нашему народу. Желаю всем вам успехов.